Сегодня очень наболевшей темой является тема, связанная с так называемым коронавирусом. Для нас, для русских, это действительно оказалось каким-то неожиданно серьезным потрясением в области соблюдения наших социальных, политических, наших гражданских прав. Те решения, которые принимает управленческая публика, называющая себя властью, а точнее это расхожий термин, который как бы относится к ним, эта публика на сегодня оказалась сборной солянкой на ниве действительно государственного строительства. Государство оказалось на сегодня разрушенным, и все те процессы, которые происходят и развиваются далее, они нам показывают всем со всей очевидностью, что нас просто гонят в состояние рабства. Причем рабство, которое организовывает вдруг внезапно оживший по всей планете сионофашизм. Неудивительно, что вся та часть общества, которая была искусственно возвращена на похищенных у народа активах, вывезенных за рубеж, именно эта категория людей, которая оказалась причастна к вывозу этого, она обогатилась, она стала представлять из себя определенный слой буржуазии, который правильно называется компрадорской буржуазией, у которой абсолютно нет никакой привязанности к своей родине, к своей территории, к земле, а есть только один признак их существования – это извлечение прибыли, которую они обозначили во всех на сегодня законодательно устоявшихся уставах юридических лиц, будь то ЗАО, АО, ОАО и так далее. Везде, когда исследуешь цель создания фирмы, во главе стоит извлечение прибыли. Вот это и есть тот базис, который называется капиталистическим. Он оказался не просто капиталистическим, а дико капиталистическим. Вот и результат. Когда нас изогнали в полыми из социалистической формации, из общества под названием «Единый советский народ», вбросили совершенно в другой котел кипящих отношений, и этот котел нас, как лягушку, сегодня фактически доварил до конца. Тот морок, в котором мы оказались, настолько давлеет над здравомыслящей частью общества, что даешься удивлению. Возвращаюсь к декларации, к всеобщей декларации прав человека, где прописаны многие интересные постулаты, но которыми руководствуется все цивилизованное общество. У нас же наши управленцы нынешние подвели к абсолютно на 180 градусов противоположному результату нашего состояния и содержания. Ну вот, взять, допустим, статью 23 декларацию, где прямо на весь мир провозглашено: каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Что мы наблюдаем сегодня в связи с кампанией под названием «Берегись коронавируса»? Совершенно противоположное
в лице того же президента страны. Мы видим провокацию определенную, подстрекательство, чтобы нижестоящие управленческие звенья совершили тяжкое преступление против народа. Нас ограничили в свободе передвижения, ограничили, грубо нарушив Конституцию, или точнее, так называемый проект Конституции, по которому мы около 30 лет уже живем и привыкли даже к нему в определенной степени. Кстати, в этой Конституции прямо говорится, в статье 55, что перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общественных прав и свобод человека и гражданина. Тут достаточно росчерка пера мэра Собянина, допустим, если мы будем говорить о Москве, или росчерка пера губернаторов, если говорить о регионах, когда все это превращается в сплошную бессмысленность и именно в болезнь Дауна. Ну разве можно нарушать основные требования законодательства и быть уверованным в том, что все это сойдет с рук? Но это может сделать либо действительно Даун, либо человек, который целеустремленно, осознанно совершает такие преступления, как измена Родины, вредительство и диверсия. Я все больше убеждаюсь, что в данной истории это второе. В связи с чем считаю необходимым обратиться к своему коллеге, генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу с одним предложением, а точнее с одним требованием, опираясь на закон о прямом народовластии. Игорь Викторович, немедленно опротестуйте принятые незаконные акты Собяниным и губернаторами в регионах и немедленно привлеките публично к уголовной ответственности и инициаторов совершения этого преступления. Пусть они публично перед народом сознаются в том, что в рамках вот этой Конституции, за которую вы лично должны за ее непоколебимость отвечать как генеральный прокурор, пусть они публично расскажут, под давлением каких сил, руководствуясь какими мотивами они подняли руку на весь наш советский народ. Я напоминаю вам, Игорь Викторович, вы на сегодня все-таки остаетесь гражданином Советского Союза. И над вами давлеют те статьи Уголовного кодекса РСФСР, давлеют. В случае, если вы нарушите свои обязательства и не выполните своего гражданского долга как гражданин Советского Союза. Это моя к вам просьба, мое к вам обращение о сотрудничестве. А теперь я обращаюсь к гражданам Советского Союза. Поскольку в условиях гибридной войны и военного времени происходят вот такие акты вредительства, вот такие диверсионные акты подрыва наших устоев, нашей советской, социалистической жизни, теперь вот возвращаюсь к тому, что делать народу в этой ситуации. Понимаете, благодаря затеянной перестройке произошла тотальная утрата достигнутых за время социализма социальных гарантий. Поэтому сегодня, на данном этапе,
требуется основательная перезагрузка всей правовой системы в нашей стране. На данном этапе оптимальным вариантом является возврат в правовое поле Советского Союза. И этот процесс, он уже начался в глобальном масштабе во всем мире. А мы, русские, должны быть всегда застрельщиками в этом направлении. Хотелось бы обратить внимание на то, что требуется. А требуется на данном этапе соответствующая правоприменительная практика, которой владеют в стране старые кадры, опытные профессионалы советского периода времени, наряду с молодежью, имеющей уже опыт работы в правоохранительных органах Российской Федерации. На местах необходимо создавать народные дружины, народный контроль, куда на эти должности приглашать людей высоконравственных, честных, добросовестно исполняющих свой гражданский долг. В частности, касательно восстановительной работы органов прокуратуры Советского Союза на местах. Здесь пока на общественных началах приглашаются на замещение вакантных должностей региональных прокуроров соответствующие специалисты. То есть необходимо высшее юридическое образование и определенный опыт работы или стажировка по специальности в правоохранительных органах с обязательной последующим регистрацией в Государственной регистрационной палате Советского Союза. Касательно так называемой самоизоляции, которая оказалась ключевым звеном в так называемом, в кавычках, карантине. Без обязательного в таких случаях публичного объявления чрезвычайной ситуации управленцы РФ не взяли на себя никакой ответственности за последствия своих нелегитимных действий, а переложили это на наш терпеливый трудовой народ. В результате такие меры у нас серьезно ударили по предпринимательским слоям общества в первую очередь. При этом я особо хотел бы обратить внимание в отношении не только тех лиц, кто принял такие нелегитимные решения, но и в отношении тех исполнителей, которые ретиво взялись выполнять все это беззаконие. И эти лица также будут в полной мере нести ответственность и гражданскую, и уголовную, и административную за те последствия, которые окажутся негативными по отношению к трудовому народу. Поэтому все эти новеллы, которые были придуманы в управленческом мире за 30 лет, в управленческом, я имею в виду, мире нашего перестроечного периода, с этими новеллами пора кончать. Они не наши, они нам чужеродны, и они абсолютно структуры, которые носят уже явно криминальный характер. Но обратите внимание на кодексы, особенно уголовный или там административный кодекс, обратите внимание на ту же Конституцию, где периодически, постоянно под видом так называемых реформ вносятся изменения, которые все больше и больше ухудшают нашу жизнь, вопреки требованиям Декларации прав человека и гражданина, декларации, которая именно обязывает вот по этой Конституции быть верховенствующим законом для так называемой эры, делать все во имя человека, а у нас происходит все наоборот. Участие в этом так называемом карантине, который именно так называемый, он не является карантином.
Всемирная организация здравоохранения так на сегодня и не констатировала факт, что необходимо объявлять такие ограничения свобод, которые у нас оказались объявлены. Причем, обратите внимание, это было сделано незамедлительно, быстро, организованно. И это говорит о том, что даже судя, например, по транспортным отношениям в Москве и в других городах, моментально продуманные и запланированные ограничения свободы передвижения созданы, включая всю аббревиатуру, все рекламные и указательные обозначения. Все это говорит о том, что заранее эти управленцы, эти захватчики, эти оккупанты заготовили такую акцию. Далее. Я хотел бы затронуть и такой вопрос о том, что же оказалось нарушено в условиях правового поля Российской Федерации нынешними управленцами. Вот передо мной еще одна декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью. Она была принята резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года. Да, это декларация, в которой активно участвует Совет, выполняться управленцами Российской Федерации. Я просто хочу напомнить о том, кто же является жертвами преступлений и злоупотребления властью. Вот пункт 1 гласит, что под термином жертвы понимаются лица, которые индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные уголовные законы государств-членов, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью. Вот пункт В этой декларации. Пункт 18. Под термином жертвы понимаются лица, которые индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, еще не представляющего собой нарушение национальных уголовных законов, но являющиеся нарушением международно признанных норм, касающихся человека. О чем здесь речь идет? Вот, возвращаясь к статье 55 Конституции Российской Федерации, так называемой Конституции, хочу обратить внимание, что статья 55 гласит следующим образом. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. Пункт 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. И, наконец, пункт 3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В данном случае действия, которые совершены нынешними управленцами по ограничению наших прав в связи с так называемым фейковым карантином, являются чисто, явно преступными, нарушающими
целый пакет законодательства нашего и, главное, наносящие огромный ущерб обороне страны. Ведь вы обратите внимание, весна, период сева, период, когда мы могли бы самостоятельно спасти себя на своих приусадебных участках, на огородах, на дачах, период этого кризиса. Мы лишены этой возможности искусственно. И не просто лишены, нас загнали в так называемый комнатный барак, по-другому не зовешь это в условиях паханата, который сегодня как режим существует, и ограничили в передвижении, применив именно санкции. Но, извините, это уже открытое проявление сионо-фашизма и геноцида на нашей территории. Ну, есть статья 237, кстати, в том же Уголовном кодексе Российской Федерации, где, наоборот, управленцы обязаны были нас проинформировать о предстоящих ограничениях свобод, об обстоятельствах, которые к этому понуждают их и так далее. Вместо этого мы введены были умышленно в массовый обман. Это говорит о том, что лживость клептократов, она не знает предела. Будучи загнанными в угол, они пытаются переложить ответственность себя на других. Посмотрите на поведение так называемого президента Путина, который далеко не при законных обстоятельствах узурпировал власть на последних выборах. И посмотрите на поведение его нижестоящих управленческих звеньев. Это полное, бездумное совершение тяжких преступлений. Прокуратура Советского Союза твердо стоит на той позиции, что этот вариант не пройдет. Еще раз призываю прокурора Российской Федерации проявить свою принципиальность, свою прокурорскую власть по отношению вот к этим лихаинцам и управленцам, которые позволили себе вступить на путь совершения тяжких преступлений и пресечь их путем опротестования всех их волевых актов, связанных с этим карантином, и привлечением к уголовной ответственности. В данном случае вас, гражданин Советского Союза, товарищ Краснов, прокуратура Советского Союза поддержит. Значит, еще раз обращаюсь к тем гражданам Советского Союза, которые приняли и принимают для себя решение сотрудничать в работе по восстановлению органов прокуратуры Советского Союза. Я специально завел свою личную почту. Прошу по указанному электронному адресу лично мне направить свои резюме с пожеланием, какие должности вы готовы занять в государственном аппарате прокуратуры Советского Союза, в государственном аппарате прокуратур регионов. Это обращение я делаю как к тем лицам, которые имеют опыт работы в прокуратуре Советского Союза, так и опыт работы в прокуратуре Российской Федерации. Одновременно необходимо будет восстанавливать органы следствия, которые были в органах прокуратуры Советского Союза. Поэтому я сам, как бывший в прошлом следователь, считаю необходимым особо обратиться к своим коллегам, принять в этом
самое активное участие, чтобы исполнить свой гражданский долг и в условиях гибридной войны и военного времени исполнить ту свою клятву, которую мы давали в своей воинской присяге. Впереди времена непростые. В первую очередь я очень рад и буду приветствовать тех лиц, которые по натуре являются идейными гражданами, то есть теми, кто по натуре релятивисты, которые считают, что Советский Союз, он всегда держался на государственных служащих, которые были, четко соблюдали моральный кодекс строителя коммунизма, тех, которые верили в Бога, на тех, которые считали, что человек и его права должны быть оберегаемы и никогда не нарушали сами тех правовых норм, которые были предусмотрены в Уголовном кодексе и в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР. При этом я особо обращаю внимание, что назначение на должности в государственном аппарате прокуратуры Советского Союза будет проходить по моей рекомендации через Главное управление кадров Советского Союза. И при условии регистрации каждого из вас, кто пожелает вернуться на эту должность. На то есть у нас Государственная регистрационная палата. Все реквизиты, куда следует обращаться, будут указаны ниже в этом ролике. И прошу не затягивать время с принятием решений о восстановлении нашей государственности. Все сказанное мной относится не только к гражданам Советского Союза, проживающим на территории РСФСР, но и гражданам других республик, которые входили и входят в Союз Советских Социалистических Республик. Благодарю за внимание.